Илья Андрейченко 13 лет проживает в Абхазии. Оставив должность управляющего ювелирной компанией, переехал вместе с семьей в село Отара. Все это время он успешно занимается растениеводством и скотоводством при поддержке Центра развития сельского хозяйства и села, в котором работает ветеринаром. Большое внимание организация уделяет развитию и улучшению пород крупного рогатого скота в Абхазии. Сегодня в хозяйстве у Ильи 50 голов здоровой скотины. В рамках встречи он рассказал о важных факторах развития животноводства. Современное животноводство без искусственного осеменения просто невозможно. Эта технология позволяет сохранять ценные гены и распространять их очень быстро и дешево. Мы имеем доступ к быкам элитного класса, стоимость которых невероятна. Позволить их себе могут только какие-то очень богатые, обеспеченные компании. Изучив этот вопрос буквально слегка, стало ясно, что в принципе технология несложная. Требует логистики, требует одного, другого, третьего, но она не запредельная, и ее можно освоить. За круглым столом собрались фермеры, сотрудники ветеринарной службы, студенты агроинженерного факультета АГУ и начинающие специалисты. Какие-то есть критерии для выбора местных пород. Не все же подойдут для ассимиляции, допустим, крупнорогатого скота, того же мясного отдела. В принципе, любая местная абхазская корова, если она здорова, если она упитана, если она в нормальном возрасте, подходит под искусственное осеменение. В сфере развития скотоводства в Абхазии нужен особый подход, так как это очень важное направление, отмечали участники встречи. А еще это производство собственного продукта. Я сам держу коров, немного, 30 где-то штук. Но где я живу, например, там большие коровы, там очень сложные. Это не то, что в горной местности тоже есть породы, которые могут там нормально адаптироваться, но есть такие места, где почва, знаете, такие обрывы, там такие места, большие коровы. Бывает, что у меня пропадают прям в обрывы всякие, такое тоже есть. Но что я хочу подчеркнуть, до войны у нас 40, 50, 60 лет назад наши старшие предки, они тоже, они тогда именно занимались, они там, скажем, козы, там крупнорогатый скот производителя, обязательно они откуда-то там привозили или может покупали, не покупали, но я помню, было именно у абхазов, кто занимался животноводством, а их больше было раньше. По моему селу, я так скажу, что в горах на пастбище летом мест мало было. А сейчас полно мест. И кто скот держит, их тоже очень мало стало. А на самом деле посмотреть, это очень выгодно. И молоко, и мясо. Мы в таких количествах завозим с России, что это у тебя есть рынок. Конечно, на рынок выйти тоже сложно у нас, конечно, но если иметь что продать, хороший товар, он покупателя найдет. Центр развития сельского хозяйства и села начал свою деятельность в 2017 году в рамках программы ПРООН по развитию сельских территорий. Организация предоставляет бесплатные консультации ветеринаров, агрономов, юристов и бизнес-экспертов. Гугу Савардани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.